Добрый день, уважаемые слушатели. Меня зовут Твердова Марина Владимировна. Я являюсь главным специалистом Центра сопровождения специального и инклюзивного образования Коми Республиканского института развития образования, специалистом Республиканского консультационного центра. В связи с возникшей ситуацией с коронавирусом, введением режима повышенной готовности и в целях содействия обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения, мы сегодня в рамках работы Республиканского консультационного центра организовали вебинар на тему профилактика вирусных инфекций, гриппа, коронавирусной инфекции COVID-2019 и ОРВИ. И сегодня у нас в гостях Иванюк Анна Владимировна, врач по гигиене детей и подростков Сыктывкарской детской поликлиники номер 3, главный внештатный специалист по гигиене детей и подростков Министерства здравоохранения Республики Коми, которую мы пригласили осветить актуальные аспекты профилактики вирусных инфекций. Я думаю, сегодня Анна Владимировна представит нам исчерпывающую информацию по данной тематике, которая, несомненно, поможет вам грамотно выстроить систему превентивных мероприятий в отношении данного вируса. Итак, Анна Владимировна, вам слово. Здравствуйте. Изначально хотелось бы сказать, что инфекционные болезни известны с глубокой древности. Еще раньше люди замечали, что, пообщавшись с больным, другой человек может заразиться. И данную группу инфекционных заболеваний называли моровыми или повальными. Это такие заболевания, как натуральная оспа, холера и брюшной тиф. После изобретения Левенгуком микроскопа началось эра изучения бактериологии. Люди стали систематизировать, накапливать данные о этих микроорганизмах. Параллельно развивалась наука, которая пыталась защитить человечество от бактерий и от инфекционных заболеваний, вызываемых бактериями. Сейчас параллельно с наукой бактериологии развивались и смежные науки, такие как фармакология. Сейчас в аптечных киосках можно увидеть большой перечень антибактериальных препаратов, которые могут быть активны в отношении определенных бактерий, которые способствуют нам, помогая нам защититься от данных заболеваний. К сожалению, часто случается такое, что люди некорректно используют антибактериальные препараты. К счастью, сейчас есть возможность защитить людей путем запрета приобретать препараты без рецепта. Люди стали использовать антибиотики при каждом кашле, зачастую нарушая кратность приема, схемы препаратов, дозировку препарата, к сожалению, вызывая устойчивость у многих бактерий. С изобретением электронного микроскопа нам стали видны мельчайшие частицы, такие как вирусы. Вирусология начала развиваться благодаря открытию Дмитрия Ивановича Ивановского. Вирусы были увидены только в электронный микроскоп, 1933 год. Как же дело обстоит с препаратами против вирусов? Нужно отдать должное и сказать, что у нас есть, у всего медицинского сообщества есть перечень препаратов, которые могут использоваться против вирусных инфекций. Конечно же, всех интересует вопрос, есть ли сейчас препарат губительно действующий на коронавирус COVID-2019. Забегая вперед, скажу, что разработка данных препаратов ведется, ожидаются клинические испытания, первые этапы уже пройдены, но пока данного препарата мы не имеем, поэтому оценивая риски и, допустим, заглядывая в прошлое и в будущее, можно посмотреть и определиться, что, допустим, в различных странах, в которых неблагоприятная санитарно-эпидемиологическая обстановка, в них, конечно же, количество инфекционных заболеваний гораздо выше, чем в развитых экономических странах. Но это совершенно не говорит о том, что страны с устойчивым экономическим развитием не подвержены воздействию инфекционных заболеваний. Поэтому нужно
знать, эпидемии не знают границ. Я думаю, мы сейчас наблюдаем примерно то же самое. А теперь поговорим о гриппе. Грипп – это ежегодно сезонная инфекция антропонозного происхождения, характеризуется острым началом, лихорадкой, симптомами интоксикации. На данном слайде показана информация о основных симптомах, которые встречаются при заболевании гриппом. Тот человек, который хотя бы раз в жизни перенес инфекционное заболевание грипп, он будет помнить об этом всю жизнь. Поэтому первыми симптомами, которые обычно встречаются, это головная боль, затрудненное дыхание, повышенная температура 39-40 градусов. Зачастую у детей может встречаться, по опыту коллег скажу, что бывает, начало заболевания у детей встречается с рвоты или диарейного синдрома. Нельзя исключать. Об этом все педиатры, все терапевты знают. И данные моменты, конечно же, в связи с предстоящей вспышкой, допустим, предстоящим эпидсезоном, они рассматриваются, анализируются предыдущее течение вирусных инфекций. Боли в мышцах и суставах. Хотелось бы детально рассказать о том вообще, что такое вакцинация и как она происходит. Вот в связи с тем, что у нас не всегда имеются препараты, которые бьют точно в цель против вируса. Допустим, есть препараты, которые помогают нам при вирусах гриппа, допустим, препараты, которые изобрели для лечения гепатита. Сейчас я бы хотела акцентировать внимание на специфической профилактике. Специфическая профилактика – это то, что позволяет человеку защитить себя, если есть какие-то определенные особенности в состоянии здоровья, для того, чтобы дыхательная система человека, если он страдает какими-то заболеваниями дыхательных органов, они не позволили вирусу гриппа усилить, утяжелить течение и позволить попасть в стационар. Поэтому стали разрабатывать специфическую профилактику. Специфическая профилактика – это вакцинация. Неспецифическая профилактика – это меры санитарно-гигиенического характера, которые очень схожи с профилактикой вируса гриппа и коронавируса COVID-2019, поэтому я озвучу эти вопросы немного позже. На данном слайде видно, что схема строения вируса гриппа, она не очень сложна. И вот эти зеленые элементы, которые вы можете наблюдать, гемагглютинин и нейроминидаза, выстроены на поверхности вирусной частицы. Они являются основными антигенами, на введение которых у организма человека вырабатываются антитела. И появляется та самая устойчивость, которая не позволяет нам заболеть гриппом. Какие же бывают вакцины от гриппа? Исторически сложилось, что первыми вакцинами от гриппа были живые ослабленные вакцины. Тогда на вирус гриппа воздействовали различными факторами, как физические, так и химические, для того, чтобы ослабить и снизить его патогенность. Использовалось как интраназальное введение, но данный метод был не всегда приемлем для определенного круга лиц, которые не могли позволить по ряду причин принимать данную вакцинацию. И стали разрабатывать, естественно, более новые усовершенствованные вакцины, какие бывают. Вот вторым этапом было цельноклеточные, содержат целый или инактивированный вирус. В данной ситуации тоже был ряд моментов, которые позволяли увидеть у пациентов, которым вводилась данная вакцина, определенные нежелательные эффекты, такие как повышение температуры, общая реакция организма. Человечество и мировое медицинское сообщество стремилось к тому, чтобы сделать менее реактогенным вакцины, чтобы организм не реагировал на введение общими системными реакциями, такими как повышение температуры, но в то же время в защитной степени вырабатывал антитела. Стали изобретаться субъединичные вакцины, содержат только наружные частицы. Если мы вспомним зеленые и серые картинки с предыдущего слайда, это те самые нейроминидаза и гемагглютинин, которые аккуратно с помощью специальных электронных устройств отделяются от частиц вируса, добавляется фосфатно-солевой буфер, и таким образом в некоторых ситуациях еще добавляется адъювант. Зачем он нужен, я расскажу чуть попозже. Вакцины от гриппа.
интересная картинка, на которой видно количество антигенов в миллиграммах по разным производителям, по разным вакцинам. Стоит еще отметить, хотелось бы обратить ваше внимание на то, что состав вакцин, видите, по 15 микрограмм, по 5 и 11 содержит разное количество антигенов. Несмотря на это, смею вас заверить, что в связи с тем, что Всемирная организация здравоохранения проводит ежегодный мониторинг, в мире существует несколько сотен лабораторий, которые следят за вирусами гриппа, которые регистрируются. Анализируя информацию о вирусах, вызывающих грипп, специалисты выдают рекомендации. Ежегодно к апрелю-маю составляют рекомендации по вариантам вирусов гриппа, которые необходимо включить в состав следующего эпидсезона. То есть, исходя из этого, скажу, что все вакцины, которые представлены на нашем рынке, которые реализуются с помощью коммерческих организаций, с помощью Министерства здравоохранения, которые на бесплатной основе может получить каждый житель нашей страны, они имеют одинаковый антигенный состав. То есть платные и бесплатные вакцины имеют одинаковый антигенный состав, разное лишь количество и адъювант. Вот здесь видно, что там, где содержится по 15 микрограмм, адъюванта не содержится. То есть увеличенное количество антигенов позволяет организму выработать достаточно защитный уровень антител, которые не позволят вам заболеть, либо позволят вам заболеть, но в меньшей степени и исключат наличие каких-либо осложнений против гриппа, которые бывают весьма тяжелыми и требуют стационарного лечения в том числе. Там, где у нас есть по 5 микрограмм, говорится о том, что добавлен адъювант. Это специальное вещество, которое позволяет клеткам иммунной защиты прийти в место введения вакцины, получить некий фоторобот данного антигена и потом, раздавая его другим своим коллегам, да, то есть клеткам иммунной защиты, находиться в организме человека примерно 11-12 месяцев. Почему 11-12 месяцев? Потому что мы уже говорили, что ранее, что антигенный состав ежегодно ожидаемых при эпидсезоне антигенных состав вируса, он меняется, поэтому ожидаем разный, поэтому введение вакцины ежегодно обязательно. То есть вы будете защищены на определенный эпидсезон. А теперь, наверное, перейдем к наболевшей теме, да, коронавирус COVID-2019. Хотелось бы сказать, что данный вирус является РНК-содержащим вирусом и входит в группу коронавирусов животного происхождения, который, вероятнее всего, попал к человеку от летучих мышей. Была идея и гипотеза о том, что произошел от змей, но, в принципе, ученые эту теорию отвергли на данный момент. Хочется сказать и, наверное, озвучить информацию о том, что очень много фейковых новостей, о том, что коронавирус новый, его никто никогда не слышал и нигде не было. Скажу, что вообще группа коронавирусов известна с 1965 года. И поэтому, когда зачастую приходят рассылки на телефоны о том, что, посмотрите, есть антисептик или еще какое-то вещество противовирусное, препарат противовирусный, в котором включен в инструкции показания к применению коронавирусная инфекция, как раз не говорит о том, что это подделка или какая-то специальная подтасовка фактов, что вроде как известен стал вирус 2019 года, с декабря, но в 2018 году там уже было напечатано. Ничего подобного. Коронавирус действительно известен очень давно. Но вот тот коронавирус, который у нас стартовал в декабре месяце 2019 года в городе Ухань, провинции Хубэй, КНР, он действительно нового вида, то есть, но относится к группе коронавирусов, которая известна уже давно. Коронавирусы вызывают заболевания млекопитающих у кошек, собак, свиней, крупного рогатого скота и даже птиц.
Из истории то, что было раньше и вспышки коронавирусной инфекции, это не первая вспышка коронавирусной инфекции, которая на данный момент сейчас еще не ликвидирована. Возбудитель коронавирусной инфекции, такие как SARS, зафиксирована вспышка атипичной пневмонии тяжелого острого респираторного синдрома SARS-CoV. Годы регистрации вспышки 2002-2003, заболело зараженных 8273 человека, умерло 775, летальность составила 9,6%. МЕРС, возбудитель ближневосточного респираторного синдрома, вспышка зарегистрирована в 2015 году, количество зараженных 1154, умерло 431, летальность 37,3%. Это очень высокая летальность. И завершая обзор, хотелось бы сказать, что вспышка COVID-2019, да, которая сейчас, вот мы имеем цифры зараженных 181 969 и умерло 7136, летальность составила 3,9%. В сравнении, конечно, можно сказать, что летальность не так высока, но очень хотелось бы снизить эту летальность, да, и о мерах профилактики мы обязательно детально разберем, как сделать так. Хотелось бы отметить, наверное, достижение КНР. Да, геном вируса расшифрован учеными КНР за 1 месяц. Это колоссально маленький срок, когда вообще это было возможно, а раньше на это уходил год. Инкубационный период, то, что стало известно, да, то, что ученые Китая передали для всеобщего медицинского сообщества Всемирной организации здравоохранения данные вот этого генома вируса. Они передали эти данные для того, чтобы страны могли помочь им в разработке препаратов против вируса и также вакцинации будущей. То, что стало известно, да, вот основные статистические такие вот цифры. Инкубационный период от 1 до 14 дней. В среднем он составляет около 5-7 дней. Статистика говорит, что в случае благоприятного исхода заболевание заканчивается полным выздоровлением в течение 5-7 дней и не оставляет хронических последствий. В группе риска, естественно, выделяются такие группы риска. При каждом течении инфекционного заболевания они есть. В данной ситуации группа риска — это те, кто общались с пациентом, зараженным коронавирусной инфекцией, и пожилые лица подвержены больше, то есть люди старше 60 лет, они больше подвержены данному заболеванию. Статистика по России. Заражение коронавирусом COVID-2019. Статистика дана на 16 марта 2020 года, 00:50 минут. Количество зараженных 93 человека. Количество изменения зараженных, да, то есть плюсом, сколько пришло за последние сутки, это 30 человек. Количество смертей 0, изменение количества смертей 0, количество вылеченных 4 человека. И добавился еще один излеченный пациент. Нулевой пациент выявлен 31 декабря 2020 года, января, простите, оговорилась, 2020 года. Это позволяет как раз нам судить о том, что как только выявляется нулевой пациент, отслеживаются все связи эпидемически значимые в этом отношении, проводятся профилактические дезинфекционные мероприятия, пациент изолируется, лечится и выздоравливает, тем самым не заражая новых пациентов. Вот это интересный слайд. Россия, заражение коронавирусом COVID-2019, статистика по стране. Я знаю, что нас смотрит не один регион, но все-таки упор будем делать на Республику Коми. Да? Информация взята с сайта. Ссылочка есть. Республика Коми, видите, с цифрой 1. Это значит, что вчера был зарегистрирован один пациент с подтвержденным коронавирусом. Он находится в стационаре, то есть этот пациент не гуляет по улицам. Противоэпидемические мероприятия проведены. В настоящий момент чувствует себя хорошо и продолжает лечение. Различия между симптомами коронавируса, простуды и гриппа. Хотелось бы немножко сказать о том, что довольно схожие симптомы могут быть у гриппа. Простуда, имеется в виду здесь ОРВИ, повышенная температура часто, да. Усталость иногда с гриппом, у гриппа часто, то есть сильная интоксикация. На первый план выходят симптомы кашля, да, кашель сухой, чихание, не характерны для коронавируса, боль в суставах иногда могут присутствовать, насморк редко. Если раньше
При эпидемических подъемах заболеваемости мы всегда обращали внимание на такую группу риска, как дети, то статистика здесь защищает детей. Дети болеют намного реже, чем представители среднего возраста и тем более представители пожилого. То есть вам уже известно, что в основном представители в КНР болели те, кому за 60, да? То есть у них было особо тяжелое течение. В принципе, по течению можно сказать, что 80% протекает крайне легко, и формы иногда даже пациент не замечает, что он болен. 15% может понадобиться медицинская помощь, и лишь 5% может понадобиться какие-то серьезные мероприятия медицинского характера. Для того, чтобы все мировое сообщество изначально, для того, чтобы понять и сравнить уровень инфекционной значимости, сделала очень интересный такой, разработал интересный показатель. Этот показатель называется базовое репродуктивное число. Означает, что каждый заразившийся пациент, то есть один больной пациент, сколько он может при тесном контакте заразить других пациентов. Вот при COVID-2019 в среднем 1,4, 2,5. По некоторым данным доходит до 4, то есть базовое репродуктивное число 4. При обычном гриппе от 0,9 до 2,1. При пандемичном гриппе испанка, который бушевал в Европе в 1918-20-х годах, был 1,4, 2,9. Но вдумайтесь в следующее заболевание. Да? При коре он составляет от 12 до 18. То есть тем самым можно сделать вывод, что коронавирусная инфекция COVID-2019, она активнее, да, то есть по сравнению с гриппом, но не так высоко контагиозно, как при вспышках кори. Министерство здравоохранения Российской Федерации разработало специальные памятки для населения, которые можно найти на различных контентах, сайтах Роспотребнадзора, Министерства здравоохранения и администрации муниципалитетов. Коронавирус – возбудитель респираторной инфекции. Как не допустить, да, заболевания? Если у вас есть возможность, отменить выезд в страны, где есть вспышка коронавирусной инфекции. Если вы по каким-то причинам не можете или не желаете этого делать, то нужно предпринять просто все меры для того, чтобы снизить риск заражения, избегать посещения массовых мероприятий, естественно, мыть руки. Вот на многих ресурсах говорится о том, что использовать антисептики. Антисептики использовать надо, но я хотела бы оговориться. Использовать антисептики нужно тогда, когда видимых загрязнений нет. Вот если есть видимые загрязнения, сначала лучше помыть их с мылом, а потом использовать антисептик. Если руки относительно чистые, то тогда, конечно же, для предотвращения желательно его использовать. Избегать близкого контакта с людьми, обнимания при встречах, рукопожатия, да, акты дружеские. Желательно на это время прекратить. Симптомы и осложнения в основном бронхолегочной системы, да, то есть это пневмония, тяжелое течение. Есть ряд теорий и гипотез, почему пожилые люди подвержены этому больше, но вот пока одной какой-то ведущей теории не существует. Типовой алгоритм выявления случаев, подозрительных на COVID-2019 в России. Вот этот слайд, я думаю, что если те, кто выезжают за границу, они могут его сохранить себе. Этот слайд также эту информацию можно найти на любом сайте, который я уже выше озвучивала. Поэтому, пожалуйста, самое главное, если вы чувствуете себя хорошо и выезжали за границу, у вас есть режим самоизоляции в соответствии с постановлением номер 5 Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 2 мая 2020 года. И если вы выезжали за границу, но чувствуете себя плохо, вызывайте врача на дом, да, и обязательно при вызове через колл-центр предупредите, пожалуйста, о том, где вы были, сколько вы находились, когда вы приехали. Данная информация нужна для того, чтобы определить, нужно ли вам делать забор материала или нет, и какие меры предпринимать. Остерегайтесь заражения COVID-2019, если вам 60 и более лет, да.
Вот на данный момент, наверное, одна из очень таких хороших мероприятий, которые вы можете сделать, это оградить наше старшее поколение. Они наиболее подвержены заболеванию, поэтому если есть возможность помочь им с доставкой продуктов, для того, чтобы они не ходили в места массового скопления, помогите, пожалуйста, чтобы им было легче пережить это время. Вспышки коронавирусной инфекции по статистике регистрируются с декабря по апрель, поэтому на дворе весна, надеемся на спад, естественный спад инфекционного подъема, но все-таки нужно помочь, да? То есть здесь уже активная гражданская позиция, требовать, следовать рекомендациям, которые Министерство здравоохранения совместно с Роспотребнадзором и администрацией вам доносят через различные контенты. Какие меры предприняты в России, в Республике Коми, в частности, для профилактики COVID, да? То есть это то постановление главного государственного санитарного врача Анны Юрьевны Поповой, о котором я вам говорила, которое не секретно, и информация есть и в сети интернет, можете посмотреть и ознакомиться. Указ главы Республики Коми Сергея Анатольевича Гапликова о введении режима повышенной готовности. Ситуация находится под контролем Министерства здравоохранения Республики Коми, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей, благополучия человека по Республике Коми. Меры профилактики. Соблюдайте стандартные меры профилактики, чаще мыть руки, не контактировать близко, если с людьми, у которых есть признаки ОРВИ. Если есть возможность держаться на расстоянии метра, около метра от других людей, зараженных именно, у которых вы видите активные признаки ОРВИ. Если у вас есть признаки, лучше покажитесь врачу. Оставайтесь дома, вызовите врача на дом. Маска нужна как заболевшим, так и тем, кто за ними ухаживает. Маска нужна заболевшим для того, чтобы при кашле, чихании, активном разговоре они не распространяли воздушно-капельным путем возбудителя. Поэтому тем, кто за ними ухаживает, нужна для того, чтобы как раз фильтровать и не заразиться. Меры предосторожности, которые мы уже с вами говорили, да, близкие контакты, подвергать тщательной термической обработке мяса и яйца. Не забываем про то, что в век цифровизации мы не можем обойтись без смартфонов, телефонов. Не забывайте о том, что их обрабатывать нужно тоже. Да? На пластике коронавирус живет гораздо дольше, чем, допустим, на других поверхностях. Поэтому пластиковые карты, сотовые телефоны, ручки дверей, выключатели дома, дезинфекция туалетов. Желательно проводить с дезинфицирующими препаратами. У меня все. Спасибо вам за внимание. Будьте здоровы!